Это новости экономики на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Количество компаний в России за 3 года сократилось на 17% и вернулось к значениям 15-летней давности. Число юридических лиц уменьшилось на 800 тысяч. Количество действующих предприятий уменьшилось в 81 регионе страны. Эксперты связывают динамику не только с неблагоприятными макроэкономическими условиями, но и с действиями государства по зачистке фиктивных фирм. Это подтверждают и в Федеральной налоговой службе. Кроме того, по словам экспертов, предприниматели все чаще предпочитают открывать ИП вместо других форм юридического лица. Реализация пилотного проекта по назначению пенсий с помощью искусственного интеллекта начнется в отдельных регионах России с 2020 года. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. По его словам, искусственный интеллект может быстро адаптироваться к изменениям в пенсионном законодательстве и более эффективно будет применять его на практике. С точки зрения пенсионных прав, искусственный интеллект даст дополнительную гибкость, поскольку пенсионное законодательство сложное, и оценка пенсионных прав зачастую требует специальных знаний, пояснил глава Пенсионного фонда России. Он также рассказал, что от 1,5 до 2% россиян обращаются в суды из-за ошибок при начислении пенсии. Как правило, такие истории связаны с отсутствием у граждан советских документов, либо с наличием у работников льготного стажа. Правительство России направит 10 миллиардов рублей на продолжение программы льготного приобретения и лизинга отечественных автомобилей. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Речь идет о выделении 6 миллиардов рублей на льготное кредитование при приобретении автомобилей по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» и 4 миллиардов на программу льготного лизинга автомобилей для малого и среднего бизнеса. Медведев отметил, что сейчас в России весьма успешно работает ряд программ, которые направлены на стимулирование продаж российских автомобилей. Эти программы носят адресный характер, рассчитаны на разные случаи жизни. Либо они касаются приобретения первого автомобиля в семье, либо это так называемый семейный автомобиль, когда в семье большое количество детей. Также неплохо зарекомендовали предложение по лизингу автомобилей, констатировал председатель правительства. Однако, по его данным, сейчас образовался недостаток финансирования, чтобы эти программы продолжить в этом году. Ну а на реализацию социальных инициатив, объявленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, потребуется свыше 1 триллиона рублей с 2019 по 2022 год. Отмечается, что эти деньги пойдут на дополнительную помощь семьям с детьми, пенсионерам, борьбу с бедностью и охрану здоровья. Так, больше всего средств, почти 370 миллиардов рублей, направят на социальные доплаты к пенсии. Еще 286 миллиардов пойдут на выплаты в связи с рождением первого и второго ребенка. На увеличение ежемесячных пособий по уходу за ребенком инвалидам выделят 197 миллиардов рублей. На софинансирование расходов регионов на соцконтракты, которые заключаются с малоимущими семьями, с 2020 года направят 21 миллиард рублей. Еще 147 миллиардов выделят на субсидирование ипотеки. На этом пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.